Глава республики Айсен Николаев поручил поддержать наличие в регионе необходимых лекарственных препаратов. Так он поручил правительству обеспечить медицинские организации, больницы и поликлиники региона необходимым запасом лекарств. Наши корреспонденты с утра проехались по столичным аптекам и посмотрели, есть ли ажиотаж и рост цен на лекарства. С нами на прямой связи Ульяна Шагина. Ульяна, добрый день. В какой аптеке вы находитесь и какова там ситуация? Кристина, добрый день. Мы сейчас находимся в МУП аптеке на 203 микрорайоне. Но я скажу, что с утра мы посетили уже несколько аптек. И можно говорить о том, что такого вот ажиотажа, паники среди населения не чувствуется. Даже сейчас можно посмотреть. Здесь всего лишь 2 человека. Давайте спросим у них, насколько вообще они наблюдают. Здравствуйте, можете сказать, да? Есть какое-то повышение цены? Да я не знаю, не чувствую. Не чувствуете вы, да? Вроде бы все нормально. Ага, хорошо. Ну вот, в принципе, так отвечают все люди, поэтому такого вот ажиотажа мы можем говорить, что нет. Тем более, что сейчас аптеки уже закупаются впрок. Новое поступление лекарств было, и многие говорят о том, что цены здесь на те же жизненно важные препараты, на такие как нурофен, амиксин, ингаверин, популярные препараты, в принципе, тоже таких вот большого увеличения цены нет. Давайте спросим об этом и у заведующей МУП аптеки. Намын Никитич, добрый день. Здравствуйте. Ну вот скажите, пожалуйста, в вашей аптеке наблюдается ли же ажиотаж от населения? Мы не наблюдали большой ажиотаж у нашей аптеки. В принципе, все спокойно, да? Да, все спокойно, но немножко то есть все равно. То есть на какие-то, может быть, определенные лекарства, да? Скорее всего, люди покупают. Да. А на какие, допустим? Так, сейчас у нас наблюдается дефицит лекарств, как эутирокс и элтероксин. Это, скорее всего, создано из-за искусственного ажиотажа. Есть письма от поставщиков, которые говорят, что будут продолжать поставку лекарств. По тем же ценам, да, то, что и были? Или все-таки увеличение будет? Увеличение цен, конечно, будет. Это зависит из-за сложности логистики. Ну, то есть не этот закуп, а уже следующий, когда этот закончится закуп, да, скорее всего так? Да. Мы не увеличили цены на старый закуп, и наценки у нас остаются такими же. Так, теперь по жизненно важным препаратам, да, те препараты, от которых у людей зависит ежемесячное здоровье, потому что они вынуждены каждый месяц покупать, те же самые иностранные, да, препараты, по ним есть ли угроза, то, что остановится по санкциям их выдача, и тогда вот как будут аптеки выходить из ситуации? Те же дженерики, может быть, подключатся, да? Или они всегда были? Так, дженерики у нас всегда были, да, и будут. Люди покупают российские лекарства, и некоторые предпочитают, конечно, импортные. Им, конечно, будет сложно, но таких дефицита лекарств этим не будут. Да, нет. Обещают, что все будет хорошо. Хорошо, спасибо большое. Ну, а я скажу, что по дженерикам, в принципе, они всегда были заменители иностранных препаратов, поэтому в этом ключе специалисты аптечных сетей говорят, что население может не беспокоиться, потому что дженерики всегда были, и ими всегда можно заменить какой-либо иностранный препарат. О том, как в целом будут ли увеличения цены, есть ли ажиотаж, более подробный материал мы вам покажем уже в вечернем выпуске новостей. Кристина, у меня на этом все. Передаю слово коллегам.